В эфире Ассаламу алейкум, Сюжди Кюэль, Масейра. Приветствую всех, друзья. Аят Маша Уойла. Маршал, да, Сегодня 29 марта 2025 года, 19 часов 19 минут по центральноевропейскому времени и 21 час 19 минут по городу Джахару. Сегодняшний у нас очередной стрим на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, 113-й стрим. Сегодняшний свой стрим я назвал «Мудрый ход Трампа. Как США меняет игру». Давайте об этом и многом другом поговорим, так как многие считают, что это не мудрый ход Трампа. Но обо всем вы можете задавать вопросы сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аяду Идигову, который, как обычно, по субботам на русском языке является соведущим со мной. Аяд, Машвод, и сразу передаю тебе слово. Да. Добрый вечер, дорогие друзья. Но прежде всего я хочу чеченски поздравить марш облдойл мусо ночешна мусера война тамбо чер мусера. Да, я марха каба даста цах мершва махка это было. Поздравляю всех мусульман уже. Также с днем, значит, Байрам, окончание Рамадана. Так что мы сегодня вот такой вот праздник, сегодня последний раз вот покушали. То есть месяц прошел тут же незаметно. Да. Ну, перейдем к нашим делам. Перейдем к нашим делам. Значит, ситуация такая, которая действительно непонятно, в какую сторону, что движет. После того, как Трамп пришел к власти, Трамп и его окружение так закрутило эти гайки, что люди не понимают, что же происходит. С одной стороны, все трамповцы защищают Трампа и его политик, говорят, он там очень умный, он спасет весь мир. С другой стороны, другие люди, другая сторона говорит, что он совершенно, значит, диктатор, он хочет захватить все страны, даже те, которые члены НАТО. Ну, что происходит? Как нам разобраться, как говорится, простым смертным, что мы будем делать, если вдруг Трамп, если понадеясь на Трампа, мы окажемся, как говорится, в бездне. То есть окажемся в такой ситуации, когда, скажем, несколько стран, типа Америка, Китай и Россия будут заправлять всем миром, а все остальные народы мира, остальные народы и государства, которых более, около 200, что они все станут, значит, как бы, значит, на побегушку всех остальных. Что это такое? Как быть? Вот мы об этом как раз, наверное, и вот порассуждаем и поговорим, что происходит, какие вот события каждый день вот, значит, мы нового видим. Каждое утро, когда люди встают, говорят, надо встать быстро, что Трамп сказал. Сегодня пора Трампа, который каждый раз делает новые заявления. Но я хочу вам рассказать вот из нескольких источников, вот такая идет, значит, расшифровка всей этой ситуации. Если верить этому, что может быть, практически может быть и есть такое, значит, они полагают, что Северный Ледовитый океан, значит, он тает. Все знают, что потепление идет, и все больше и больше, значит, ледяные покровы земель, значит, освобождаются, новые земли освобождаются, а там могут быть большие запасы нефти, газа, других вот полезных ископаемых. И что же делать, думают они? Почему Трамп начал говорить о том, что он Канаду захватит, оттяпает у Дании ее большой этот остров? Почему он хочет там Панамский канал? Почему эти все вопросы?
И в то же время он говорит, что нет, Владимир хороший человек, я его хорошо знаю, он не нападал на Украину. Вот эти все его разговоры, все эти заявления, и в то же время надо, мол, договориться, вы, мол, это не совсем понимаете, хотите Третью мировую войну, мол, вот это все вокруг этого. И кажется, что люди здесь, ну, кого я разговариваю, с которым общаюсь, все в Мгм. замешательстве. Что ж такое? Как быть? На какую сторону принять? Во-первых, то, что с одной стороны, одни говорят, вот смотрите, одни говорят, что Трамп продолжает, сообщение идут, что Трамп продолжает, значит, поставлять оружие, секретную информацию и все такое. Другие говорят, не делает он этого, он прекратил. Третьи говорят, что вот он хочет какой-то договор заключить, который находится по земельным элементам или металлам. И кроме этого, еще я сегодня опубликовал этот договор, проект, в котором Трамп и его команда желают захватить не только эти редкоземельные там металлы, скажем так, да, на территории, но они хотят еще, чтобы и газ, и нефть, и там остальная вся как бы структура, которая есть на территории Украины, чтобы чуть ли не они владели этим, в смысле того, что они будут заправлять, и без их спроса ничего не будет, и тогда они будут давать взамен пополнение всех тех расходов, которые понесла Америка, и будет нести, будут давать дальше оружие. Вот это один вопрос. Второй вопрос, почему Канада, которая такая дружественная страна, тоже становится объектом нападения, и нам хочет захватить эту Канаду под себя. Мол, говорит, это не граница, это просто условно, это наша территория. Вот эти заявления делают. И нам невольно приходит в голову, так если они с Украины так себя ведут, так что же будет с нами, так, Чеченской республикой, Ичкерия, там и с другими государствами, которые оккупировала эта фашистская Россия, так скажем. Потому что по всем признакам они подходят под это. Что делать? И вот люди в замешательстве, некоторые, я уже говорил, там мне обращались и говорят, да что, ах я ты вот про эту демократию, про все это говоришь, никакой демократии нет, смотри, что делает Трамп, смотри, это нет, мы говорили тебе, мы должны строго сейчас следовать там религиозной форме, там на основе Корана и Сунны должны свое государство. Вот такие разговоры идут, и начинают еще и смеяться. Ну, конечно, это от недостатка политического, как говорится, познания у них это, но все же они тоже не видят выход, и где-то у них подсознание было, может быть, и так и есть, то, что о том, о чем мы говорим. А сейчас они совсем тоже расслабились, и вот такие вот вещи говорят, уже активизировались. Что ж делать? Вот такая ситуация, и все окружения, которые есть вокруг Трампа, они, которые вот вели эти разговоры, они несколько сейчас приуныли, правда. Мы знаем Мгм. некоторых людей, которые постоянно вели в защиту Трампа, значит, пропаганду. Сегодня они не могут никакие аргументы привести, но они говорят, нет, вот вы не знаете, будет иначе, все равно вот эта помощь идет открыто, все равно мы, значит, увидите, как все это изменится в один миг. Я скажу за себя, да, хорошо, если один миг изменится, но пока то, что мы видим, есть то, от чего мы, на дрожь идет, как говорится, по коже. Неизвестно что, куда это идет. По крайней мере, то, что мы слышим и видим, это вообще не то, что, ну, невероятно. Есть современное международное право, есть, значит, государства, которые есть то, и здесь диктаторские режимы, которые все время хотят уйти от этой базы, а есть и вот демократическое государство. И вот одна из стран лидеров Америка вдруг вот такие вот вещи заявляет. Правда,
Байден об этом не говорил, он совершенно по другому отношению. У Байдена были свои недостатки, а у Трампа, по-моему, все недостатки есть в данной ситуации. Ну, не знаю, что за этим кроется. Я так думаю, что кроется за этим, наверное, какая-нибудь там, ну, больше, может быть, большая игра, как говорят многие. Но если это большая игра, давайте аргументируем, где эта игра. Почему тогда говорить, что а, Путин не нападал на Украину? Как это так не нападал? Значит, Путин не нападал и на Чеченскую республику Ичкерия, получается. Значит, это демократия, все это не нужно. Значит, то, что мы построили свое государство, создали, тоже ни в какую, как говорится, ни в какое место не идет, тоже не признается. Не признаются и другие государства, претензии на свободу и независимость других народов тоже как-то замыкается. Нет никакой, вы должны делать то, что мы говорим. Вот что нам, по крайней мере, преподносит команда Трампа. Но если за это есть какая-то ширма, за которой находится что-то другое, как пытаются меня убедить некоторые мои знакомые, друзья, то, ну, мы посмотрим еще. Ну, по крайней мере, мы сейчас можем судить только о том, что мы видим. Что мы видим? Мы видим, что происходит какой-то хаос вообще в международном, как говорится, поле, в международном праве. Все говорят вот так, там договариваются, здесь договариваются. Путин совсем, как говорится, извините меня, распетушился, начал ставить условия. Они там, русские там, значит, эти Соловьевы и другие, вообще подняли, как говорится, ситуацию. Вот. И в то же время у них тоже есть какие-то там люди, которые говорят, им нельзя верить, что такое. Это у них всегда было, это у них внутренняя игра, я так думаю. Разные там Федоровы и другие генералы, которые депутаты, они там всякую чушь несут тоже, как всегда. Но веры им никакой нету. Но в то же время я так думаю, что вот Запад, который принял четкую позицию по поводу того, что делает сегодня Трамп и то, что делает, скажем, Путин, это правильная линия. То, что к Западу примкнула Канада, это тоже правильная линия. То, что Китай даже делает попытки, значит, присоединиться к Западу, к Европе и говорит, мы стабильная страна, мы будем давайте вместе дружить, тоже правильно. То есть идет какая-то вот трансформация тех понятий, которые мы говорим, что является, скажем, справедливостью, законностью, отход. И в то же время в эту вот группу, которую вот Запад, Китай хочет подсоединиться, так я понимаю. Ну, Китай сам, конечно, тоже еще рыльца в пушку, потому что у них это диктаторский режим. Вот такая вот, прямо такая заваруха, которая хочет прийти в движение, как это говорил Путин. Будет ли это движение, раскроется ли этот лепесток, посмотрим. Но, по крайней мере, то, что вот сейчас видно, то, что мы наблюдаем, и то, что сегодня делается против Украины, это мощной, большой территории государства, которое существует многие века, а русские говорят, это Ленин создал, Сталин создал. Всякие басни рассказывают. Они также рассказывали и про нас, про чеченцев, что их нету, что это не народ, что это племена, это вопрос трамболизма. Что только они про нас не говорили, какие ярлыки не вешали. Говорили, что и бандит, ислам-фундаменталисты, и все это сами навязывали и для этого пускали большие финансовые расходы и втягивали в эту работу своих агентов влияния. Из числа чеченцев, они сейчас находятся, работают, ну, они работают на территории России, в оккупированной Чечении и на Западе тоже. Мы боремся против этого, мы обоснованно, аргументированно показываем, что было и как это было и как нельзя сегодня этим людям доверяться. Вот о чем мы говорим. Под каким бы знаменем они не выступали.
Наша правда в том, что решение нашего народа, чеченского народа, в 90-м году принята была наша декларация, в которой сказано, что в соответствии с международным правом и в соответствии с тем, что в 2018 году у нас было свое государство, Горская республика, мы воссоздаем свое государство. Хотя это слово не звучало, потому что современное международное право, оно с 1948 года было, значит, вошло как бы в обиход. Поэтому мы в соответствии с этим эти решения приняли. В соответствии с этим были приняты наши решения, и, значит, создано наше государство. Государство было признано, как вы знаете, Грузией, потом, значит, и другими некоторыми государствами, в том числе Афганистаном, в том числе и турецкой частью Кипра, Украина. В той или иной мере, значит, оно принято. В международном праве даже косвенное подтверждение, значит, признание, косвенное даже, считается признанием. Вот когда в 92 году, в 91 году, в 94 году российская армия фактически повержена, выходила с территории Чеченской Республики, выходила она, то это считалось признанием нашего государства. Так что наши люди, которые некоторые говорят, что это нельзя, это нет признания, это как раз-таки они льют воду на мельницу Кремля. Главное, что, а вот Украина вот открыто, прямо, значит, после 22 году признала наше государство как оккупированную территорию и геноцид чеченского народа со стороны России это осудила. Так что в этом направлении сейчас идет ситуация. Что же хотят в Америке или в других странах, или России, чего хотят они от Украины? Они хотят так же, как и нашу территорию, оккупировать ее полностью и сказать, что этого государства не было, что это придуманное, и они хотят в то же время через агентов влияния тоже, через агентов влияния, которые находятся из числа и украинцев, русских, и даже, может быть, и чеченцев в том числе, которые по всему миру как бы колесят, тоже они пытаются как-то, значит, повлиять на ситуацию, чтобы сломить сопротивление украинского народа. Но то, что мы видим сегодня, эти уже почти 3 года вот этой войны, и она идет, и украинский народ все более и более, значит, становится как государство, как сильнейшая армия, она становится как нация, формируется уже в международном плане, по всему миру, весь мир знает об этом. И поэтому мы приветствуем и считаем слава Украине, да будет жить во веки веков Украина и героям слава. Давайте я на этом прекращу, а если будут вопросы, я на них буду отвечать и продолжим нашу передачу. Спасибо. Спасибо, Аят. Вот вам отвечает «Слава Украине», героям слава. И в ТикТок, и в YouTube написали, ну, ТикТок ответили. Аят, вот я хотел бы спросить у вас, а нужно ли Украине перемирие сейчас? Украине нужно перемирие для того, чтобы остановить войну, потому что это первый шаг как бы. Если не последуют последующие шаги, то зачем это перемирие? А мы видим, что это перемирие, которое предложил сам Зеленский в свое время, потом они подхватили сами, и Америка, и Путин. Теперь они этот вопрос, который они подняли, теперь сами его мутят и сами не могут его никак разрешить. И там тянут, говорят, какие-то нюансы, то, все, крутят, вертят. То есть они хотят за счет этого, в то же время не отказываясь, они хотят какую-то там выгоду получить. На это перемирие Москва не хочет идти. Если она пойдет на это перемирие, то должен быть следующий шаг. И это перемирие связано еще с тем подписанием, с тем, что Украина очень правильно говорит о необходимости обеспечения безопасности, значит, Украины, безопасность Украины народа, ее государственности. Вот поэтому для Украины это нужно как первый шаг при остановлении войны
и для того, чтобы не убивали людей и стать на мирный, как говорится, сход. Потому что с точки зрения международного права, все, что, значит, сегодня делается, это против Украины, это против государственности, это против международного права, и это имперская война по захвату чужих территорий. И это во вред, скажем, этой страны, Украины. А империя пытается утвердиться в своих преступных этих действиях. Вот поэтому для Украины для начала это нужно. Для начала. Чтобы весь мир увидел, что это такое. Когда они делали эти перемирия, договоренность с нами, а с нами, мы делали это в 2001 году, в 2002 году, в 2004 году, в 2005 году. И каждый раз они это нарушали. После нарушая, они всегда говорили, что виноваты мы. А тогда не было такой возможности, как сегодня, ни интернета, ни связи. Все было как-то закрыто. Сегодня весь мир все видит. Даже из Белого дома сидят, все смотрят. Тогда это невозможно было. Сегодня это будет видно, и в этих ситуациях это, я думаю, очень было бы полезно. В то же время те упреки, которые говорят, надо провести там выборы в Украине, заменить значит, президента, это вмешательство во внутренние дела, скажем, любой страны. Вот если бы сейчас, допустим, Зеленский или другие там сказать, надо заменить Трампа, говорили бы. Как, это было бы законно? Нет, незаконно. В ходе военных действий никто не имеет права менять, значит, и выборы провести. Почему? Потому что нет условий, значит, мнение такого, нет условий свободу, воли и изъявления народа, человека. А выборы – это условие должно создаться, свободная воля изъявления. В условиях войны это невозможно. И поэтому, если даже это в Конституции записано, нельзя говорить эти вещи там, надо избрать, другого посадить. Это вообще, значит, вокруг и против, прямо против украинской власти и против украинского народа. Вот эти заявления делаются. Но если это хитрые ходы, как говорят некоторые наши друзья, то посмотрим. Но пока что мы видим не хитрые ходы, а вот прямо-таки вот, ну, активное нападение на украинскую власть, на украинскую государственность и на международное современное право. Вот я так думаю, Аслан. Мгм. Ну, Ая, тогда сама, вот вы воевали, Ая, вы 2 года первую, наша страна воевала, вы были одним из лидеров сопротивления, и вы знаете, как устает народ, особенно в нашем положении, это было вообще критически. И украинский народ, в принципе, и армия, как я полагаю, тоже может устали. Вот украинской армии, украинскому народу, воюющему, нужна передышка. Вот я хочу понять, просто выгодно это Украине. Ну, конечно, потом, если последует мир за этим. Украинский народ прекрасно понимает, что никакого, значит, никакой передышки, которая даст возможность перегруппироваться, Мгм. скажем, противнику, нельзя делать. Опыт уже есть у всех, и все знают. И в то же время, если делать это, то это должно быть сделано по условию обеспечения гарантии безопасности, что больше эта страна не будет подвергаться, что ее территория, как она есть, так и будет сохраняться с точки зрения международного права. Конечно, народ устает не только от одного там года, они через месяц, через неделю устают в этой ситуации. Ну, измотаны, люди убирают, убивают, ну, вообще города сметают. Но это преступление, которое совершает агрессор, и это должны видеть. И люди, как вот было по опросу населения, там по войскам украинским, я вижу, подавляющее большинство готово драться, даже если никто их не будет поддерживать. А сегодня Украину поддерживает весь западный, как говорится, СНГ, весь и другие страны, и в мире
солидарность с Украиной есть, в общем, полнейшая, так скажем, солидарность. Все порядочные люди, даже в том числе и американцы, поддерживают Украину. Поэтому в этой ситуации усталость, она есть, но усталость не может никак быть оправданием для того, чтобы сдаться. Это нельзя делать. Они понимают, что это и в этом случае им, если усталость будет и остановится война, вот они готовы на перемирие, они готовы на условия, что мирно разрешить им вопросы. А если нет того, то значит они готовы дальше воевать, при том, что усталость, о которой ты говоришь, есть. Мгм. Вот так. Аят, вот я хочу вот понять одну вещь. Если, например, произойдет перемирие, ну, мир наступит, перемирие, а, без ввода войск, европейских, натовских войск, чем это чревато для Украины? Это может получиться так, что пятая колонна внутри Украины, работающая на Россию, она активизируется и ну, фактически сольет Украину, если остановить без ввода войск натовских или европейских, но американцы не будут уже туда входить, это уже понятно. Как вы считаете, это грозит для Ну, них? я Мгм. так думаю, что там несколько вариантов было, да? Мгм. Этот вариант ввода войска для того, чтобы обеспечить гарантию безопасности и противопоставить это, значит, российской агрессии, связан с тем, что Запад уже почувствовал, что Украина – это только начало. И они хотят, как говорят у нас чеченцы, биться на том берегу, если они хотят, чтобы они пришли на этот берег. Я Мгм. так думаю. Поэтому они идут туда и хотят воочию увидеть, будет это или нет. На самом-то деле они тогда больше будут обладать информацией, ситуацией, и больше будут вот это все издавать и говорить. И в этом случае они могут весь мир как бы заполонить настоящей информацией, которая сегодня есть лживой со стороны Кремля. Кремлю стоит остановиться, убрать, вывести свои войска и перегруппироваться, и мирные отношения строить со всеми странами мира. Если у них есть вот такие запасы, пусть они сотрудничают с Трампом и с другими странами, ждут пока, значит, Северный Ледовитый океан или эти все, скажем, северные территории растает, и чтобы там смотреть и вместе там действовать. Ну, вот такая теория там выдвигается. Это действительно и так и есть. Давно об этом говорят, что идет, значит, потепление климата. И в этой ситуации они, как говорят, какие-то большие, грандиозные планы. Но при чем тут грандиозные планы строить сейчас, остановите войны и, значит, мирно, и давать тогда сотрудничать и с Россией, и со всем, кому угодно, и никто никому не будет мешать тогда. Зачем в это втягивать вопрос Украины? Я так думаю. Слава. Мгм. Спасибо, Аят Баркал. Друзья, напоминаю вам, кто нас смотрит в ТикТок, в YouTube, у нас также стрим идет на официальной странице Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в Телеграм. Вы можете задавать вопросы. С нами Аят Идигов, сопредседатель Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Вы можете задавать вопросы, я их зачитаю. Либо в Телеграм вы сами непосредственно можете принять участие в нашей сегодняшней беседе. Также в конце эфира, если будут желающие, мы можем принять, как говорится, или поднять в ТикТок, чтобы вы могли тоже задать вопросы, а я то и поговорили. Да, давай, Пишите, пожалуйста. задавайте вопросы. Ясно. Я знаете, Аят, что думаю? Может ли перемирие угрожать, я хочу понять, власти Украины?
может ли перемирие угрожать власти Украины? Они говорят о выборах, перевыборах. Путин говорит, Трамп об этом начал говорить. Путин начал говорить, что нужно Украину под протекторат ООН взять, чтобы она была управляема уже из ООН. Ну, то есть русские и американцы вместе это будут делать, потому что Совет являются постоянными членами Совета Безопасности. И в этом случае может ли быть заинтересована власть Украины для того, чтобы не останавливать войну и для того, чтобы выборы не проводились в Украине? Как пример. Но Путин не имеет права такие разговоры вести. Это да. Это не его дело. Он агрессор. Конечно. То, что он тысячами северокорейцев туда заводит, это он начал. А почему Украина не может вести своих сторонников, которые не воевать будут, а наблюдать и следить за ситуацией? Конечно, в военное время там могут быть и есть, мы говорили, всегда это бывает там российская или агрессора разведка, и есть бывает предатели, все это да. Но в то же время, как говорят, в военное время нет условий для свободного волеизъявления. Вот, нет условий. А раз нет условий для свободного волеизъявления, все выборы могут быть, значит, необоснованы и незаконны. И, во-первых, с точки зрения Конституции Украины тоже это незаконно. Могут быть, всякое может быть. Это зависит от этого народа, от ее власти, как они будут там наводить порядок. Конечно, мы не можем с вами говорить, но в то же время мы подозреваем, конечно, что есть там агентура российская, есть она вплоть до, может быть, да и на уровень местных властей, и высшие власти могут быть. Это всегда было во всех войнах, всегда так вот, и в прежних других войнах это всегда как бы скрывалось, то есть вскрывалось. Не скрывалось, а обнаруживалось. Угу. Так что здесь этот вопрос ставить даже, это очень даже вот непорядочно такой вопрос ставить. Вот, знаете, если речь идет о том, что сейчас нужно остановить агрессора, а здесь в то же время еще дают возможность агрессору эти разговоры вести. Поэтому правильно говорят на Западе, вот президент Макрон и другие, вопрос сведения туда миротворческих войск на территории Украины, это вопрос не Путина, это не его спрашивать мы не будем. И правильно они говорят об этом. Согласен. Угу. Что здесь сейчас однозначно ничего не скажешь. Может быть и так, и сяк. А может быть и другой вопрос, что вот эта вся ситуация, она может привести к тому, что Трамп изменит свою позицию. А может быть он как раз-таки эту позицию предугадывая, ее раскручивает. Многие так говорят, да? Но мы посмотрим. Мы сейчас говорим только о том, что мы видим в наличии, что мы обнаруживаем, что есть в наличии. Об этом мы говорим. Такая ситуация. Угу. Ну, смотрите, есть некоторые, вот то, что вы говорите, что во время войны нельзя проводить выборы, приводят аргумент в том, что во время войны, уже которая идет 11 лет, была оккупирована часть Луганской и Донецкой области, Крым, выборы проводились. Почему их нельзя проводить сейчас, скажут, если приостановить и если народ уже, например, захочет. Только если украинский народ захочет, я имею в виду. Я говорю, нужно создать думать о том, что есть сейчас война идет. Другое дело, если в этих условиях, да, вот которые есть, будет обеспечена гарантия безопасности, да, и там будет основная война, станет мирный период, да, и тогда будет запланирован на какой период там специально, там, может быть, для какого-то, значит, период нужен подготовительный, может быть, полгода, год,
И тогда запланировать эти выборы. Это другой вопрос. А в ходе военных действий, которые не дают никакой гарантии безопасности, нельзя делать. То есть ты начнешь делать это выборы, а тебе на голову посыпятся бомбы. Или будут стрелять, или там дроны, все такое. Это нельзя делать. Вот поэтому. И потому что в этих условиях, еще раз повторюсь, нет условий для свободного волеизъявления народа. То есть человек не может прийти на избирательный участок без давления на него внешних сил, внешней ситуации. То есть он думает, что если я так сделаю, то так будет, так сделать, так будет. Вот Чеченская республика, когда они захватили территорию, там полумиллионная армия, шла война, они там сказали, что они провели референдум, и эта полумиллионная армия российская там бросила, как говорится, бросала эти избирательные эти ящики в Бюллетени. свои бюллетени. Как Да. будто бы, но это же я еще помню, написал тогда статью «Выборы под прицелом». Так и здесь получается, что эти выборы могут быть под прицелом. Говорить о выборах в этой ситуации никак не приходится. Где гарантия безопасности? Где, значит, возможность того, что каждый человек будет думать в этой ситуации, мы свободно должны думать о том-то, и не бояться, что Кремль снова начнет атаку. Без этого никаких разговоров не может быть, потому что это не соответствует нормам, это не соответствует морали, это не соответствует нравственности в этой ситуации. Это значит попытка других стран, других лидеров навязать во внешние атаки, вмешиваться, еще навязывают в его внутренний уклад, в Конституцию, то, что противоречит Конституции, навязывать и принимать это нельзя. Мгм. Ясно. Ну, если есть условия, даже если часть территории оккупирована, то проводить можно выборы. Да, если остановится война, Если так, и если эта бомбы территория, будут падать. Мгм. она, значит, она, как вот сейчас пытаются, там говорят, вопрос о земле, вот говорят, вот некоторые Мгм. там американцы, вопрос о земле. То есть, мол, вы должны какую-то землю отдать. Так вообще этот разговор вообще неприемлем. Как это так, землю отдать? Другое дело, что речь идет о том, что если это совершится, значит, это будет как бы эксклюзив, когда можно делать и остальное. Это напрямую касается и всех остальных государств мира. Это напрямую тогда Китай может дойти в Тайвань, другие территории, которые вот захвачены там или там, любая страна может под любым пойти, может захватить то. Вот что это такое. Поэтому это делать нельзя. Вот что Мгм. за этим кроется. То, что я понимаю, что Путин агрессор, что он не имеет права, а вот про то, что он говорит, протекторат можно сделать, там американцы сказали, что это выбор решения украинского народа и так далее. Если не брать слова непосредственно Путин, что это говорит, а вот сама эта идея, чтобы был протекторат, контроль над Украиной. Ну, протекторат — это значит придаток какого-то государства. На время, временный протекторат. Как на время. Это временно, это самое постоянное. Я согласен, ну, а что делать с пятой колонной, агентурой во время войны, которая не дает Агентура, выиграть Украине? с агентурой надо работать, бороться надо против нее. И при том в Конституции не записано, что это можно делать. Понимаете? У нас здесь бегают разные деятели, самозванцы, говорят, нам нужен протекторат, нам это. Им нужно, потому что они самозванцы, потому что это не решение нашего народа, и эти самозванцы бегают, этим занимаются по Чеченской республике. Нам никакой протекторат не нужен, нам нужна деоккупация нашей страны. И деоккупация этой страны нужна и для Украины. Деоккупировать территорию, освободить ее. Если сегодня ее нельзя освободить, то на этой территории фактически в оккупированной части этой страны, значит, эта часть, она становится
той территории, которая с этим международным правом и законом, она является частью Украины, оккупированной. И они могут на остальной части территории проводить выборы, и люди, которые находятся на выезде в других странах по всему миру, могут голосовать и здесь выборы сделать власти своей. Вот о чем дело. То есть нужно условия. Вот только тогда, может быть, она навязана. То есть фактически, когда говорят, там надо сменить того, значит, Порошенко, там, Тимошенко, других там привести. Это же как раз-таки и есть то, что хотят сделать для того, чтобы, значит, себе угодного как бы, или кому-то угодного человека поставить, кроме, скажем, действующего президента. У действующего президента, может быть, тоже недостатки, но он воюет, в отличие от всех, и отстаивает свою страну, и видно, что он душой, как говорится, болеет за это дело и готов стоять. И если даже и бывают ошибки, эти ошибки поправимы. И он делает четкое, ясное заявление, что мы не пойдем на это. Он сказал, красная линия с передачей территории нашей страны, допустим, России, на это мы не пойдем. Так он и сказал. Вот это и есть то, что говорит о протекторате, если говорить. Хорошо. Тогда, еще один тогда вопрос. Как бы вы видели бы борьбу с пятой колонной, с агентами, которая со времен Советского Союза очень укоренилась, КГБ УССР, и работают на русских? Да, есть, которые перешли на сторону Украины, борются за Украину. Даже те агенты КГБ, наверное, есть. А вот с теми, кто есть, потому что я почему, я настаиваю, я независимый человек, я и название этого стрима моя идея, и я просто хочу понять, как независимый человек, как правозащитник, э, что происходит. Как сделать так, чтобы вот эта пятая колонна внутри, чтобы ее зачистить, чтобы ее влияние было меньше, потому что на информационных ресурсах все КГБшники, все переобулись, а мы помним, как братья Имадаевы, которые были там очень якобы большими там бойцами Home and Sea, честь нации, вот этими медальками, которые им сами друг другу, они там как-то повыбивали, они у наших выбивали, у нашего президента выбивали под разными ложными там вещами, фальсифицируя свои подвиги и так далее. И в итоге все настоящие погибли, их преследовали, их дискредитировали, их уничижали, сажали, изгоняли, и осталась вся агентура в итоге. И вот я вот к чему хочу. Я боюсь, что идет, ну, как бы сценарий, похожий на наш. Вот почему я задаю вопрос. Как бороться с пятой колонной, с агентурой, если она тотальна? Но, но если говорить, что осталась только одна агентура, это не совсем, конечно, так, Аслан. Ну, я так не говорю. Аят, бях мобила. Извините, пожалуйста, Аят. Я хочу сказать, что я Зеленского не считаю агентом России. Я считаю, что он в этой системе оказался, и Ну, он действует в рамках своих возможностей. Но считаю, что много там вокруг есть. Мгм, пожалуйста. но мы не можем судить, сколько там есть и кто есть. Мгм, Мы не можем говорить это. Мы можем говорить только о каких-то там решениях принимаемых, каких-то, значит, уступок, которые есть, и то, что мешает, допустим, ну, скажем, открыто, значит, решать проблемы внутреннего, значит, положения в этой ситуации. Ведь что это за агентура? Это очень трудная работа, очень трудная. Конечно, с этим нужны профессионалы, и там у них есть люди, которые с этим борются, есть, несомненно. мгм, Поэтому я думаю, что говорить, что а, где-то там их много, очень много, там много не надо. Там может быть один и два, которые сидят где-нибудь там, где разруливают все. А его можно, нельзя и может и раскрыть. Вот сколько прошло времени, некоторые там агенты, которые были на Западе, в Германии мгм, и там, они только потом как бы раскрывались, так? мгм. Но значит, надо смотреть по той ситуации, которая складывается, откуда идут вот эти вот, как говорится,
шаги, кто в этом был заинтересован. И здесь я не специалист в том, чтобы раскрывать этих агентов влияния. Я знаю агентов влияния чеченского происхождения, кто они и что. Не всех, но, по крайней мере, те, которые себя явно, значит, принимают те или иные шаги, документы, действия. Если даже у них и нет документов, что они агенты влияния, но они стопроцентно похожи на тех, кто работает в пользу Кремля. А значит, мы называем их агентом влияния, которые работают в пользу Кремля. Также и, может быть, и в Украине так. Здесь идет очень большая, как говорится, игра, связанная с Украиной, потому что Россия здесь пытается захватить эту часть той территории, которую захватил, и еще те, которые вот сейчас они захватили какие-то куски этих территорий и требуют, чтобы еще дополнительно, которые они завоевали, отдали. Это хамство с их стороны, это наглость, понимаете, это наглость, которая человека нормального, мол, это может удивить. Вот эти наглости, они пытаются себя объявить. Это, ну, как сказать вам, это, ну, это не то, что фашизм, это бандитизм в высшей степени, такие разговоры вести. Ничего не стесняясь, и вот эти вещи они говорят. И этому сегодня способствует та ситуация, которая сегодня разыгрывается и которая сегодня устраивает, скажем, американское руководство. К сожалению. Если это большая игра, это один вопрос. А если это небольшая игра, а игра так из одни ворота, чтобы защитить, скажем, Путина и империю, то это совсем, значит, мы не можем в этой ситуации рисковать и говорить, что он может там завтра какой-то другой вопрос делать. Но если он что-то другое там будет делать, то пусть показывает. Мы же видим, что там ситуация не совсем однозначная. Может быть, у Трампа, может быть, какие-то и есть действительно, ну, скажем так, мысли или какой-то план, как он говорил, я так делал сам, я так занимался этим, я это понимаю. Но что от того, что он так делал или нет? Но мы видим же, что происходит на самом деле сейчас. Люди гибнут каждый день, гибнут, рушится, просто они бьют по жилым домам, стирают города Украины, столько людей убито, столько беженцев, здесь по всей Европе беженцы, они несчастные, мы знаем их долю, потому что мы сами такие многие, так? Наши люди, чеченцы, которые выехали, тоже спасаясь. И здесь там они тоже нам навязывают, эта агентура, под разными, значит, лозунги, религиозными, там, коммунистическими, демократическими, там, протекторатами, горскими республиками, все что угодно, только чтобы, значит, решить вопрос таким образом в пользу Кремля. То есть они отрабатывают тот кусок хлеба или отрабатывают то задание, которое им дано. Вот так получается. Мы исходим из этого. В общем, вот такая ситуация, и я думаю, что мы там вокруг этого говори, не говори, работать по раскрытию агентов влияния или преступников, предателей, это очень тяжелая работа. Очень тяжелая работа. И, ну, так мы полагаем, я так полагаю, потому что вот я многих людей знал, почти всех из руководцев, все такое, и я никогда не думал, что эти люди могут быть такими. А сейчас они открыто эти вещи говорят, и в то же время также нагло и хамски себя изображают, как будто бы они сторонники нашего государства. Понимаете? Это наглость, присущая им, которая невероятность вот таких вот заявлений делает, как будто бы, как говорил этот генерал фашистской Германии Геббельс там, что чем невероятна ложь, тем она, мол, кажется настоящей. Легче в нее верят. Да. Так что вот такая ситуация, Аслан. Как мне кажется. Так. Баркалая. Тогда вот я по своей теме буду вас немножко еще допытывать.
Были переговоры в Эр-Рияде, встретились российская сторона с американцами и украинская сторона с американцами. И американцы занимались там с одного зала, ходили в другой, договаривались там, общались. И появился такой известный генерал ФСБ, как Беседа. Беседа утверждают в самом начале широкомасштабного вторжения фашистской России в Украину, утверждали, что Беседа человек, который занимался всей агентурой Украины, и он контролировал всю эту агентуру. И именно Беседа сказал, что да, вводите войска, там нас встретят с цветами, там, с шариками и так далее. И сейчас говорили тогда, что он посажен, что он в опале, что он отстранен и так далее. Но сейчас он пришел на переговоры и о чем-то они там договаривались. Может ли быть так, Аят, что Путин, Россия уже капитулировали, а Беседа сдает эту пятую колонну Украине? Возможно ли такое? Но здесь есть и другая информация, что этот Беседа был арестован и сидел в Лефортово. Да, Они вначале вытащили, да, они вытащили его из Лефортово, отправили на эти переговоры. переговоры. Ну, зададимся вопросом, почему они отправили его, еще там другого. Туда не отправили не министра этого Лаврова, нет, а отправили какую-то, ну, из подворотни, как бы, тех, которые они хотели наказать, и расстрелять, может быть, наказать. То есть они не придавали значения, они просто вели какую-то там, значит, затягивали вот эту всю бодягу, делали вид, что они ведут переговоры, им это нужно было. Для этого они послали Беседу и подобно ему до людей, которые ничего не решают, а делают вид, что вот там вот, мол, мы находимся, мы там послали своих людей, может быть, эта Беседа что-то и знает, но ему никакой веры нет уже ни с какой стороны. Ни у самой российской стороны, ни тем более у тех, кто сейчас, после прошествия нескольких лет, он уже как бы потерял основу, кто ему будет верить в целом. Это такая вот работа, насколько я понимаю. И что он может сдать, не сдать. Может он, как говорят, сдаст не тех, кого они вербовали. Или у них там было, говорят, так еще, в основном мне привычно было так. Эти КГБшники, когда они вербовали людей, то они записывали всех, которые в интернете или где-то в газетах было, или там кого-то записывали, что они завербовали под такими-то кличками. И за это им шли дополнительные плюсы, генеральские или какие-то военные звания, и это. И они этим занимались тоже, даже тех, которые не были. Вот ты не знал даже, что ты агент, а тебя они вписали. А ты ничего не знал, а они тебя вписали, и за это деньги получили. И такую вот эту вот бюрократическую волокиту они тоже, эти разведчики российские, несли. Там была такая вот была передача, я слушал, читал это. Мгм. Так что здесь может быть всякое. Но главное, Беседа какой российской стороны, они кому? Они американцам передавать будут это, что ли? Или, значит, украинцам? Ну, Кому не передавали, все равно для украинцев важно, чтобы войну остановили, и они прекратили воевать на земле, в воздухе и на воде. Так? Они это не делают. Значит, им веры никакой нету, ни в чем. ну да. Вот так я думаю. Мгм. Ну, это как гипотеза, просто Я встреча такой понимаю, я тоже думаю. Да, странный. так. Мгм. Мгм. Я имею в виду, странный человек, поэтому на таких переговорах. С Грей говорит: Уважаемые ведущие, расскажите лучше про странную политику США и во что играет Трамп». Мы как раз об этом и говорим с Грей. Ну, Аят, еще раз давайте про странную политику Трампа. Как вы считаете, можно было бы довести, ну, подвести к перемирию, боевые, остановить на время хотя бы боевые действия против Украины, которые ведет Россия, не уступая так много России, по крайней мере на словах, то, что там диктатор Зеленский, агрессор не Путин, там вот эти вещи,
не говоря, можно было бы остановить, сделать перемирие? Как вы считаете? Ну вот, Асан, ты правильно сказал, мы с первого, как говорится, вступления об этом и говорили. Видимо, этот, который вопрос задал, только что вошел сюда. Мы об Видимо, этом да. сказали, и сейчас повторяться нет. Конечно, можно было, но это было не в нашей власти. В принципе, мы это и ожидали, что они не будут так вот себя вести. Они ведут какую-то, как говорят, хитрую политику в кавычках. Может быть, она завтра раскроется, как говорится, лепестки раскроются, и мы увидим настоящее лицо этой политики, которая будет ну, в пользу Украины, в пользу всех нас, в пользу тех, кто за справедливость и законность. Может быть и так. Но пока то, что мы видим вот то, что мы видим. Она странная действительно, эта политика, и поэтому мы не можем сейчас что-то другое сказать. Мгм. Так, спасибо, спасибо. М, Что еще? Друзья, задавайте вопросы, давайте обсудим ситуацию, которая складывается про Россию. Потихонечку наш вопрос, особенно с учетом того, что Трамп полностью перевернул шахматную доску и начал играть уже новую какую-то свою игру, наш вопрос отодвигается, ну, вообще забывается. Его и так, в принципе, не помнили. Вот это сложившийся миропорядок откровенно игнорировал. Не то, что даже откровенно, как вы знаете, фактически на стороне России выступал. Вот этот мировой порядок, вот этот весь мир, и не признавал нас. Сейчас мы отодвинулись от нашей деоккупации, или же есть шанс, что в этом хаосе зародится что-то, где найдется место для справедливости и в отношении нашего народа? Но если говорить о том, что о мировом порядке, Мгм. то мировой порядок и международное право, и принцип международного права, устав ООН, его основа, она никак не изменялась. Другое дело, как к нему относились разные страны. И большие страны, и маленькие страны, скажем, диктаторские, демократические. То есть в этом мировом порядке шла и идет борьба за становление этого мирового порядка, чтобы она трансформировалась в пользу и в утверждение тех принципов свободы личности. Вот в этом направлении это есть. Тоже есть перегибы, может быть, и в диктаторских режимах те же перегибы. Иногда мы видим и в демократических странах, потому что они слишком изловчились в этих демократических странах, тоже изловчились, опыт приобрели, как действовать. Ну, те, которые нарушают. Потому что в этих странах появляются даже фашистующие некоторые партии, даже во главе некоторых стран стали. Поэтому в этой ситуации говорить, что что-то может измениться, а, не приходится, потому что идет эта борьба. И сейчас вот когда вот такая мощная страна, как бы лидер, он начинает вот такие вот изменения происходить, производит, да, у себя внутри страны, мы как видим, вот каждый Мгм. раз ту группу людей узнать, или какие-то информационные агентства, там там BBC, Радио Свобода, Голос Америки, или другие там, они, значит, издают указ, там, чтобы их закрыть, не финансировать их больше. Мгм. Хотя эти, скажем, тоже вот эти вот информационные агентства, они тоже делали какие-то ошибки, особенно в отношении вот чеченского государства. Они делали ошибки, мне много раз приходилось с ними общаться, с некоторыми, они всегда ссылались на то, что вот международное право не признает или такое-сякое. Хотя международное право не должно признавать. Мы в соответствии с международным правом должны действовать, говоришь. Все равно там были вот эти, ну, скажем, уклоны в сторону того, чтобы, значит,
не придерживаются международного права в некоторых вопросах, я имею в виду. Потому что, может быть, это их позиция была. Допустим, особенно Радио Свобода, там у марша у нас есть такая была часть, это, где там выступали разного рода части, там людей сидели, и они поддерживали, скажем, тех людей, которые на Западе вели прорусскую политику, фактически. Все время говорили, нет, мы там, а на самом деле делали это. И это было под этим крылом. Поэтому в целом, эти агентства, они были полезны для прояснения ситуации в мире, особенно еще в бытность Советского Союза и после. И сегодня можно было в целом на основе вот этих вот информационных агентств люди могли свое мнение, значит, сравнивать, видеть, что происходит, информацию получать. А сегодня Трамп это как бы, значит, ликвидирует и что-то там другое они пытаются сделать. Куда это склонится? Мы должны смотреть, в какую сторону наклон идет лодки, в которой находимся мы в этом мире сейчас. Что это такое? Если в это или это как раз-таки есть какие-то изменения для того, чтобы показать, скажем, остальному миру, что надо вот так вот действовать. Но, как говорится, это надо действовать и смотреть согласие народа. Если тебя, скажем, народ избрал, Америка, то решения, которые сегодня они принимают, в Сенате, и в Конгрессе, большинство, и даже и в прокуратуру, судебного всех, у них как бы сегодня они могут любой вопрос как бы решать. Но вот через год там будут снова выборы в эти органы. Может быть, ситуация изменит, вот в чем дело. Сегодня и сами американцы, может быть, хотя говорят, одна сторона говорит, что где-то 70 почти процентов против Трампа, другие говорят, трампцы говорят, что это неправда, что наоборот 70, 50, 60 процентов за Трампа. То есть в этом не разобраться. Это может сказать, как говорится, ковер покажет, как говорят, покажет выборы только. Это голосование только покажет. И то не всегда это, потому что и это пытаются многие где-то там, ну, скажем, подтасовать, но, по крайней мере, за этим должна быть четкая продуманная программа, чтобы ее никто не подтасовал и чтобы люди за этим следили при выборах. Поэтому говорить о том, что эти информационные агентства и другие вот, значит, действия президента Трампа сегодня играют положительную роль, не приходится. Что будет потом, не знаю. Может быть, это, как говорится, предварительная атака, как говорят многие. Может, предварительная атака. Но если предварительная атака, то трудно в это верить, потому что есть некоторые моменты, которые, ну, знаковые. Россия не нападала, или там, значит, давайте все нам платите за то, что вы до сих пор вот получали оружие, или давайте нам вот то-то, 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 то, что мы говорили. Поэтому здесь как-то сейчас кажется это невероятным, и здесь идет прям обвинение прежнего президента Байдена, говорят, что он там был не совсем хороший, а вот сейчас хороший пришел, все такое. Мы должны увидеть это. А чтобы увидеть, должно быть время покажет. 50 дней прошло, говорят, сейчас. Ну, посмотрим, еще 50 дней пройдет, что это будет. Я думаю, к этому времени что-то прояснится еще больше. Аслан. Спасибо, Аят Баркал. Так, Артур, Руслану, алейкум ассалам. Всех, друзья, я приветствую, всех витаю. Ян Маназон, шалом алейкум. Всех приветствую, друзья. Здесь был такой вопрос. Михаил Ангуш, алейкум ассалам. Всех, друзья, приветствую. Так, где же это был вопрос? Сгрей спрашивает, сможет ли Европа равноценно заменить военную поддержку? Ведь идет все к тому, что США поддержку не продолжат. Ну, вопрос, сможет ли? Ну, они же около
1 850 что ли, миллиардов деньги выделили, договорились для того, чтобы финансировать, значит, Военные военный нужды. блок, Да. военный блок европейский. И потом все эти страны, они объединились, подавляющее большинство против, кроме одной Венгрии, которая там какие-то игры ведет с Мгм. Путиным. И поэтому они намерены, ведь они же сейчас даже туда хотят вести свои войска миротворческие, это же мы видим. Мгм. Поэтому сможет или нет, я не знаю, но, по крайней мере, они пытаются. А армия, которая может это делать, у них уже есть готово. Это армия украинцев. Украинская армия, она, значит, уже испытана в боях. Они сдерживают натиск российской армии с востока и в Курской области сдерживают. И при том, что сейчас ситуация до избрания еще долго, это месяца 2-3 длилось, и после избрания они все это время сдерживают и сдерживают ситуацию, когда Россия вот даже всех вот подключает к себе этих людей, ну, скажем, китайцев или корейцев, ну и других там вот людей. Ну там мы не знаем, каких они еще добровольцев каких-то они берут, бывшего Советского Союза, там всех этих, скажем, беженцев, не беженцев, каких-то гастарбайтеров, оформляет им это паспорта от граждан и сразу в армию посылают. Мы же это знаем тоже. Так что здесь вот такая ситуация. Сможет, я так думаю, сможет, потому что в любом случае украинский народ – это же сформировавшаяся нация и народ, она имеет и древнюю культуру, именно Киевская Русь, она была, есть, остается основой того государства, которое было на скажем, Российской империи еще тысячелетия вперед. А Москва там пытается сказать, что ее не было, что это ниоткуда, что это Ленин создал, или Сталин создал, вот эти разговоры ведут. Поэтому в это мы не должны верить, мы должны действовать сегодня в рамках современного международного права. И на этом мы должны держаться. Все остальные другие разговоры – это разговоры в пользу врага. Так Понял. я считаю. Принято. Свободный гражданин Машовый. Тут комментарий, и из этого возникает вопрос такой. Европейцы хорошо живут, и им свободный гражданин пишет. Европейцы хорошо живут, и им просто не нужна война. Но Путлер делает все, чтобы у них не осталось иного выхода, кроме как война. И знаете, они начинают верить в неизбежность войны. Как вы считаете, Аят, вот вы живете во Франции, общаетесь с людьми, как вы считаете, французы, европейцы начали понимать, что война все-таки их касается, и им нужно быть более активными и серьезно относиться к тому, что происходит? Я думаю, что вот это понятие, что война может прийти, это понятие, оно приходит как бы запоздало. Вот. Если бы эта война, которая сегодня развязана, она могла быть сегодня ее и не быть, этой войной, агрессией, если бы когда Россия напала на Чеченскую республику, тогда если бы они помогли вместо этого они стали помогать России, давать миллиарды и миллиарды денег и говорить, давайте решите вопрос с малой кровью. И они изобразили нас, вы знаете, разными ярлыками, террористами, бандитами, сепаратистами, что не было, что никогда не было. Мы никакие не сепаратисты, не бандиты. Это было народное решение, создано в рамках международного права наше государство, которое существовало со всеми атрибутами. А тогда, если бы этот остальной мир и Запад нам помог бы, то сегодня такой России не было. Тогда бы вскрылось бы его лицо. А то долго доходит, как говорят, до тех стран, которые мирно и хорошо живут. И сегодня, когда они почувствовали, что масса людей, вот миллионы людей, значит, на Запад ринулась, украинцы, так?
Они видят здесь везде, вот выйдешь, и всюду видно украинцы. Не то, что всюду, но всегда встречаешь людей, которые здесь находятся, бегут, и информация идет очень полная, идет по всем вопросам. Эти вопросы являются главными обсуждениями во многих правительствах. Вот последний год-два мы видим там Раймштайс, Берлин, скажем, Париж, Лондон, Вашингтон, Киев, везде кругом вот эти вопросы стоят. И Запад уже начал чувствовать, что вопрос не останется, значит, так закрытым. Мы же знаем, что вот сейчас они взяли, напали, нападают, они, русские тут посылают свои разные дроны и ракеты или что-то, даже уже балтийские страны, вот в Литву они засылают. Сегодня, вчера или позавчера, вот я читал, смотрел там, они закидывают. Уже литовцы приняли решение, что будут сбивать их, если они еще появятся. Они на эту территорию заходят, даже на территории Литвы, над аэродромом летали их дроны и какие-то там самолеты. Вот настолько они начинают хаметь. И теперь они чувствуют, это же территория Европейского Союза, члена НАТО. И, естественно, и французы этого понимают и опасаются уже. Люди опасаются, что Россия не остановится, если ей позволять и дальше. Поэтому вот президент и руководство этой страны, всех стран Европы, как мы видим с вами, они все однозначно собрались и говорят, нет, нет, не будет это. Мы создаем, значит, свою армию, мы создаем свой фонд для войны и противодействия, мы будем помогать Украине. Вот так вот. Вот такой вопрос. И Мгм. они, надеюсь, они дадут ответ. Они, у них сознание есть этого, они понимают это. В то же время они понимают, что из-за этого здесь на продукты, там, на некие товары, цены везде повышаются. Они все понимают это, что это связано именно с войной, которую развязала Россия. Вот в чем вопрос. Это Мгм. связано с тем, что Россия бесплатно, значит, качает все ресурсы, которые есть в составе, значит, их захваченных имперских территориях, там, начиная от Дальнего Востока и дальше, лес, газ, нефть, все, и на это наживается. Вот они где-то за какое-то там время, было заявлено, около 3 триллионов долларов или евро заработали. Представляете? И вот это все деньги куда они девали? Что они сделали? Что они построили? Где-то в Москве кое-что построили, или в Питере, или еще в каком-то городе. А так, что происходит? Куда они? Все эти бизнесмены, так называемые, это не бизнесмены, а бизнесмены, которые обогащаются, и все эти люди в кармане, так, под прикрытием и под рукой у Путина. Они, по сути дела, понимая, что они делают, чем они занимаются, видя, что народ нищает, так, и они готовы даже купить их за какие деньги, посылают их на смерть, чтобы заработать. Если бы они нормально зарабатывали, все так, чтобы они были в нормальных условиях, за эти деньги многие не поехали, они поэтому берут этих людей с Дальнего Востока и всех национальных так с территорий и посылают в основную массу туда. А руководят им русские, так сказать, генералы, которые вот был пример, вот сейчас я вчера смотрел передачу, один молодой человек, там парень, он чеченец, по-моему, он там сделал это видеоролик, в котором ему говорят, что он говорит, вот меня заставляют, чтобы с нашего батальона или я собрал там, по 150 тысяч рублей для Мгм. того, чтобы нас не послали в атаку. Он говорит. Ему говорят, вот ты собираешь деньги, ты станешь жертвой. И действительно, он собрал деньги, он матери шлет это голосовой и говорит, наверное, меня убьют. И он собрал деньги, передал. Те они пошли в атаку, так деньги собрали, а пошел другой батальон. А этого больше нету, значит, их говорят там. Видимо, там больше нет, этот погиб или убили его, они сами. Так что вот такая идет, даже на фронтах вот такие вещи, конечно, идут. То есть даже на этой, в этой ситуации используют, и там они наживаются на этом. Россия – это империя. Империя, которая нападает, которая пытается
значит, оправдаться, что не она виновата, а виноваты чеченцы, грузины, виноваты украинцы и другие народы, но не их власть, не их вот это человечно-ненавистническая вот эта природа, не это. Вот такая ситуация. Мгм. Спасибо, Аят. И как раз к потерям за прошедшие сутки уничтожено и ранено 1740, сообщает Генеральный штаб российских оккупантов. Это к слову Да, о перемирии. К слову о перемирии. да. Война страшная, очень кровопролитная продолжается. Да. А, м, Здесь такой комментарий и вопрос, Аят. Ну, зачитаю, вы сами решайте. Деоккупация Ичкерии приведет к эффекту домино. Другие субъекты федерации могут сказать, а что Ичкерии можно, а нам нельзя. В итоге РФИ просто развалится на несколько отдельных государств. Это кто вопрос задает такой? Его зовут Сиган. Это старый наш подписчик, но вот такой вот он вопрос задает. Сиган должен понимать, что Чеченская Республика – это государство, которое воссоздано в рамках современного международного права, как и Грузия, как и Украина, как и Казахстан, приняв все решения в соответствии с международным правом, в соответствии с тем, что мы после развала Советского Союза. Чеченская Республика не подписывала федеративный договор от 91 года, 31 марта, потому что она уже 12 марта приняла свою конституцию суверенного и независимого демократического государства и никакое отношение не имеет к этой Российской Федерации России. Мы не подписывали, не входили в состав, а все остальные там республики, которые сейчас он называет, да, в эффекте домино, они подписали, пусть незаконно, их лидеры или их руководство подписало этот федеральный договор, вошли в состав этой Российской Федерации. Чеченская Республика не имеет отношения. Другое дело, что в 1993 году Россия, значит, совершила государственный переворот в своей стране в октябре-ноябре, и, значит, незаконно, значит, расстреляв свой Верховный Совет и приняла незаконную конституцию путем опроса населения, что не играя, не имеет юридической последовательности. И в эту конституцию незаконно вписала наша страна, как бы они вписали Америку, Евро или какую-то там страну Казахстан или Францию или Германию. Таким образом нас вписали туда. Поэтому что отношение к Чеченской Республике никак не влияет на эффект домино, если мы это рассматриваем с точки зрения международного права, с точки зрения закона. Поэтому он должен знать, что это не то. Мы, значит, приняли все необходимые атрибутики, создали свое государство, избрали власть, провели съезд, общенациональный съезд чеченского народа, референдум традиционный, так, до этого еще в Советском Союзе. Поэтому отношение к Чеченской Республике никакой не имеет Российская Федерация России с точки зрения международного права и принципов, скажем, международных принципов и устава ООН с этой точки зрения. Поэтому он не понимает это, и он должен это знать. Если он не знает, пусть почитает на наших сайтах, Чечен Government и других обратиться, и мы ему дадим полную информацию документами, что было тогда. Это разные вещи в этом смысле. Хотя в то же время те республики, которые он называет, они могли бы действительно вернуться к статус-кво, потому что их незаконно под себя подтянул Кремль тогда, еще в 91 году при развале, 31 марта 92 года, незаконно. Потому что там еще во главе сидели эти коммунистические деятели. Незаконно они подписали и втянули, не дав этим народам, оказавшихся в международном правовом поле, избрать свою власть, определить свою перспективу будущего. Не дав это, они совершили преступление и против этого народа. Вот с этой точки зрения должны эти народы, которые находятся в составе сегодня Российской Федерации России, поднять этот вопрос и сказать, что они незаконно были захвачены, эти территории. Но для того, чтобы создать свое государство, им придется пройти эту процедуру, начиная пройти выборы,
значит, съезд сделать, как и положено и требуется в международном праве. Чеченский народ, как и все другие бывшие первые союзные республики, создали вот эти все условия и создали свое государство. Это надо знать. Если не будете знать, вы всегда будете в заблуждении и думать о том, что Чеченская республика, мол, такая же, как, допустим, любая другая республика, которая находится в составе нынешней России. Нет, это отличительно. Эта часть не была частью, никогда не входила в состав России. Она незаконно оккупирована после 5 агрессий военных, в результате которых около 300 тысяч человек погибло наших людей, и 4 мы эту российскую армию изгоняли своей кровью и сопротивлением. Это совсем другое, так что он должен это знать и другим рассказать, кто это не знает. Баркал, Спасибо. Баркалает, Дересвель. Так, Михаил Ангуш. Вопрос. Почему Украина не бомбит дронами порт, Новороссийский порт? Баркал за стрим. Вот после того, как он сейчас посоветовал, они будут бомбить. Мы откуда знаем, почему не бомбить? Может быть, они просто держат там его в запасе, или не хватает у них это. Ну, не знаю, я вообще не могу сказать. А почему по Лубянке не бомбит? По ФСБ, Но, наверное, они бомбят, потому что они не хотят обострять отношения, может быть. Ну, какие-то у них планы есть. Может быть, здесь разговор идет о договоренности. Допустим, Киев, он со всех сторон, как говорится, покрыто небо, они как бы закрывают, говорят. У них там сильно, ну, они вокруг Киева защищают, хотя все равно прискакивает это. Ну и туда же, чтобы долететь туда до Москвы, это же надо было, чтобы у них было свое оружие. Сейчас у них что-то летает туда, и они там что-то бомбят уже. И когда они вот сейчас вот эту освоят, наверное, будут бомбить, но и в то же время здесь сейчас началась вот эта ситуация о переговорах, о перемирии, и поэтому здесь вот такая ситуация. Видно будет, мы об этих вещах и говорим сейчас. Вот так вот. Баркал Аят, Дерес Мой модератор Аят по-чеченски пишет: Аслан далмар наш обалдол хай аяды, дала юх шарах каба даста мокшул иман луэт. Аминь. Амин. И я присоединяюсь. Марнаш обалдол. Осман, ахуз язычане, ас юшерион ха поздравление. Марнаш обалда. Аят в начале стрима динам шабеш поздравить. Посёрно юагой чуат минут загата. А ишь языча разница ас да юшерион. Так, США и Европа проглотили оккупацию Ичкерии, закрыли глаза на Грузию, получили войну в центре Европы. Так ли это, Аят? Это с Грей пишет наш украинский подписчик. Ну, они могут быть и проглотили, но мы не считаем, что они для себя проглотили. Мы-то ведем свое противостояние на уровне международном, на уровне правовом. Значит, наш народ понимает, что произошло, и мы будем и дальше эту борьбу вести. Это было не только мы вели эту борьбу, вели и другие страны раньше, которые были захвачены, мы помним, и в 38-м, 39-м, 40-х годах, когда шла Вторая мировая война. Так что здесь можно так говорить, с одной стороны, мы пока продолжаем сопротивление и говорим. Вот я помню, вот у меня была встреча с мэром, с моими там друзьями, с мэром Лондона в 2001, кажется, году или втором. И мэр города, он уже был пожилой человек, он уже, правда, в отставке уже был, так, только что. И вот когда мы разговаривали по этой ситуации, после всех этих разговоров, он сказал, знаете что он сказал? Никогда не прекращайте сопротивление, никогда. Потому что придет время, когда станет вопрос, ваш вопрос о том, чтобы решить в пользу, а вас, если не будет, то вопрос не будет поднят. Вы должны вести борьбу всегда. Так что в этой линии мы должны продолжать эту работу и вести ее по, значит, деоккупации нашей страны. И наши люди это понимают, большинство.
Согласен. Правда, удобно иметь свое государство и советовать. И удобно. Но, полностью согласен с этим бывшим мэром Лондона. Согласен. М. Друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, а, и я их зачитаю. Так, ну, Nis Дубо Уаймел Дутуам Дабьевич Бу, свободный гражданин. Честерфилду, как правильно сказано, Бо. Да, полностью согласен. Кстати, сейчас, мне кажется, больше Великобритания занимается сейчас помощью и организационной работой для Украины, и Германия, ну и Франция, конечно же, конечно. Как вы считаете, они не перейдут на сторону Путина? Ну, если они на сторону Путина перейдут, они станут агентом влияния Кремля. Да, да. Они понимают, что на их территорию рвется враг, готовится. Вот я же говорил, вот в Литву посмотрите, а что они делают? Они Да, раньше на территории Польши так посылали свои ракеты, мимо да. пролетали, что там это было. То есть они метод их щупают, на что вы способны. Поэтому эти делают оценки этому, правильно оценки делают. Вот так. Так что здесь ситуация такая. Сгрей говорит: "Боже, храни Британию". Мне тоже пора уже, наверное, говорить не Господи, благослови Америку, а Господи, благослови короля. Но, я пока еще надежда в Трампа, у меня очень сильная вера в Трампа, потому что это уже на подсознательном уровне, на потустороннем уровне у меня доверие к нему. Мне во сне он приснился, поэтому буду пока верить Трампу. Но, Аслан, я на этой стороне тоже хочу верить в Трампа, но пока Да, что, что он делает, мне не дает основания говорить что-нибудь вот такое утвердительно. абсолютно с Только вами согласен. сомнения, Да. сомнения. Все шокированы, даже, так называемые, закоренелые трамписты, они шокированы поведением Трампа, поэтому ничего удивительного, что мы немножко дезориентированы поведением его. Да, да-да. Свободный гражданин, считает ли Аят, что отношениям европейцев и американцев нанесен необратимый вред? М, ну, как сказать, необратимого ничего нет, все кружится в этом мире, круговерть кругом. А там уже кругооборот как будет, все зависит от времени. Но в то же время каждый период, он чем-то обновляется. В целом неизвестно пока, что происходит, но, допустим, скажем, где-то 200-300 лет назад на земном шаре было, может быть, там миллионов 50 населения, так? Потом стало 100, потом это, сейчас дошли почти до 8 миллиардов. Потом Чубайс выступил там в Женеве и сказал, нельзя столько людей на Земле, чтобы было, надо, чтобы было только 2 миллиарда, остальных не всех надо обнулить, утилизировать. Представь Ага. себе, он хочет жить сам, а говорит, остальных надо всех. Теперь выехал здесь где-то на Западе, крутится. Это вот эти В Израиле либеральные... говорят. В А? Израиле. В Израиле говорят. Вот, Путин в говорил, он в Израиле Израиле. где-то, да. И крутится. И потом, это как вот? И, конечно, один к одному нельзя повторить, потому что в те времена расчеты были, значит, верблюд отдал, значит, огород получил, или питание получил, или мясо отдал, там, может быть, тогда и денег не было, там другие. То есть все как-то меняется, но сам процесс, он возвращается, и нельзя сравнить, что было тогда, и что есть сегодня. Их нельзя, они несопоставимые вещи. Они сопоставимы по, скажем, по процессу. Ну а как по содержанию,
Смотрите, сегодня мы можем, сидя здесь, со всем миром разговаривать. Тогда это было даже вот буквально вот лет 20 назад, когда война наша, мы не могли, чтобы связаться с кем-то. Вот у меня был специально такой чемодан, телефон, оно было у нашего президента, у меня так тоже было. И я связывался с разными людьми, и этот телефон включался и говорил, и это было очень большое достижение, в мире не было. А сейчас Да, каждый мальчик, у каждого человека по два, по три телефона, они могут звонить. Весь мир как-то, это другая ситуация. И в другой ситуации один к одному нельзя переносить то, что было в те времена. Надо смотреть в этой ситуации, как будет все произойдет, что происходит. Главная наша цель, допустим, чтобы люди жили мирно, и чтобы они развивались, и не надо говорить, что земля, мол, не выдержит это население. Как же? Эти же люди произошли из этой земли, они питались этой землей, этим воздухом, этим его благодати, и они потом уходят снова в эту землю, эти люди. Другое дело, что большое количество, малое количество, и вот такие вот ну, идиотские, фашистующие какие-то бесчеловечные теории придумывают, эти люди вот так себя ведут. да, Это ужасно. И эти люди вот так вот, значит, находились во главе этих стран, допустим, России. Этот умник вот такие вещи говорил. И что теперь нам говорит, что как-то вот это все изменится, что ли? Нет, не изменится, будет то же самое направлено, но ситуация будет другая. Вот так я думаю, Асан, в этом вопросе в твоем, да. Спасибо, спасибо, Аят. Спасибо. Аят, мы уже больше полутора часа в эфире, и если нет больше вопросов нет, а если у вас нечего вам еще сказать, добавить, А, предлагаю завершить наш сегодняшний стрим. Баркел де Рейсуль, спасибо всем. Я еще раз хочу поздравить наших людей. Да, Алмахаш Обл Дуэль, Хоми Эм, Махко, Лежери, да, Эхай Бехтюль, да, ла, эту боль, вен Паратва Махкаха, Ой, Марха, Дашлаца, Махлаца, Ладека, Декш, Даха, да, эм, Мокла, Душан, Самагатти, да, Мокла, Иштхи Душан. Адик Юльшу. До свидания. Аят, и другим мусульманам тоже желательно. Да, Поз- конечно, мы всех и остальных мусульман поздравляем с днем Рамадана, окончания Рамадана, желаем им всего хорошего и процветания, и чтобы была свобода и равенство, то, что как раз-таки заложено в исламской религии, хотя многие ее по-разному там испражняют, там говорят, что это не то, не это. На самом деле религия – это не то, что думать, это твое мировоззрение, и поэтому с этим великим праздником мы поздравляем всех мусульман мира. Аминь. Если так можно сказать. Аминь. Аминь. Также присоединяюсь. Марнаш Масера Обалдуэль. Поздравляю всех с окончанием священного месяца Рамадан. Адикюэль Маш Оэль. Всего самого хорошего. До свидания. Всего хорошего. Адикюэль Аят. Дерес Хуйлон. Спасибо, Аят. До свидания. Сана Хонаху Дерис. Масена Хуйлон. Спасибо.